Команда России стала бронзовым призером этапа Кубка мира по сноуборду в смешанном параллельном слаломе. Соревнования прошли в Австрии. В составе россиян выступили София Надыршина и Дмитрий Логинов. В заезде за бронзовые медали они победили вторую команду хозяев состязаний. Победу праздновал первый состав сборной Австрии, опередивший в финале немецких спортсменов. Ранее в индивидуальных заездах Логинов стал серебряным призером, а Надыршина не только выиграла стартовый этап, но и стала обладательницей желтой майки лидера. Следующий этап Кубка мира, на котором будет представлен параллельный слалом, пройдет в Москве 30 января. Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от представительницы Белоруссии Арины Соболенко в финале турнира женской теннисной ассоциации, который проходил в Абу-Даби. Встреча завершилась со счетом 6-2, 6-2. Отметим, что этот старт является первым соревнованием в сезоне WTA. Для Соболенко данная победа стала 9-й под эгидой этой организации. В рейтинге ассоциации она занимает 10-ю строчку. Что касается 23-летней Кудерметовой, то она впервые в карьере играла в финале турнира WTA. В рейтинге организации она располагается на 46-й позиции. Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над литовским Жальгирисом в домашнем матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 83-73. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник армейцев Майк Джеймс, набравший 21 очко. Отметим, что ЦСКА прервал беспроигрышную серию литовцев, которая составила 7 матчей. Российские баскетболисты укрепили лидерство в лиге. Они возглавляют таблицу, одержав 15 побед в 19 играх. Жальгирис идет на 7-й строке, имея в активе 11 побед. В следующем туре армейцы на своей площадке примут испанскую Барселону. Встреча пройдет 15 января. Екатеринбургский автомобилист на выезде со счетом 1-0 выиграл у столичного «Спартака» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Единственную шайбу на 13-й минуте в меньшинстве забросил нападающий гостей Вячеслав Литовченко. Его команда занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 55 очков. Красно-белые с 50 пунктами идут 7-ми на Западе. В следующем матче регулярки автомобилист в гостях сыграет с минским «Динамо», а «Спартак» на своем льду примет хельсинский «Йокерит». Обе игры пройдут 15 января. Перенесенный боксерский поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Дилианом Уайтом пройдет 6 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Boxing Scene. Напомним, данный бой изначально должен был пройти в ноябре, но был дважды перенесен из-за заражения российского спортсмена коронавирусом. Боксеры уже встречались на ринге в августе прошлого года в поединке за временный титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Поветкин нокаутировал Уайта. Всего в активе 41-летнего россиянина 36 побед, 25 из которых он одержал нокаутом, 2 поражения и 1 ничья. В Якутске стартовал чемпионат республики по стрельбе из лука. Соревнования проводятся в Центре спортивной подготовки без зрителей. Выявление самых метких идет в стрельбе из классического, блочного, а также традиционного лука среди мужчин, женщин и ветеранов. Отметим, что по итогам данного старта будет сформирована сборная Якутии для участия в чемпионате и Кубке страны. Итоги соревнований будут подведены 16 января. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!